Снова утро, новый день, открыть глаза и улыбнуться, зевнуть и сонно потянуться, прогнать усталость прочь и лень. Приветствую всех в эфире главного национального канала. Программа «Новый день». В студии работает Катерина Винокурова. Пятница, 13 сентября на календаре. И день очень богат на знаменательные даты и события. Так, ежегодно в этот день профессиональные праздники отмечают программисты, а также парикмахеры. Помимо этого, день 13 сентября отмечен как Международный день шоколада и День йоги в России. В этот день в 1745 году вышел в свет первый географический атлас российский, а 90 лет назад настоящую революционную сенсацию в медицине произвел, причем совершенно случайно, ученый Александр Флеминг. Проведя день в экспериментах, он ушел домой и случайно оставил незакрытым рядом стоящие сосуды, в одном из которых была плесень пенициллина, в другой находилась чаша с опасными стафилококками. Образцы плесени попали в чашу с возбудителями инфекции и полностью уничтожили болезнетворные бактерии. Так человечество получило бесценное лекарство пенициллин. Великое открытие, которое произошло 13 сентября 1928 года, все изменило в пользу человека. Ведь именно с того момента медики вселили надежду на излечение от тяжелых недугов. Что касается недомоганий, рекомендую вам одеваться теплее, поскольку с этого дня во многих районах заметно холодает. Давайте ознакомимся с прогнозом погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 10, плюс 11 градусов. Днем ожидается до плюс 11, плюс 14. В Заречье плюс 9, плюс 15. Днем плюс 11, плюс 16 градусов. В южных Улусах плюс 5, плюс 7 утром, днем до плюс 7. А в Вилюйских Улусах плюс 8-9 утром, днем плюс 6, плюс 9. А в Нижнеленских Улусах плюс 6, плюс 10 утром, а днем плюс 10, плюс 14 градусов. А в западных плюс 3, плюс 8 утром, а днем плюс 6, плюс 9. В Колымаге-Гирских минус 3, плюс 6 утром, днем плюс 6, плюс 14 градусов. В Янских утром минус 5, плюс 8, днем плюс 8, плюс 12 градусов. В северо-западных плюс 3, плюс 7 утром, днем до плюс 4, плюс 9 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 10 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов. Сведения о доходах россиян могут передать специальным бюро кредитных историй, которые будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков вместо банков и сообщать им готовые показатели. Пока обсуждается получение ими официальных сведений из Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы, сообщают «Известия». Соответствующую поправку к закону о кредитных историях рассмотрят в первом чтении сентября. Участники закрытой встречи в Ассоциации банков России сообщили газете, что кредиторы предложили предоставлять им показатели долговой нагрузки и данные для их расчета бесплатно и без разрешения заемщиков. Они сослались на то, что, по мнению большинства юристов, эти сведения не относятся к персональным данным, рассказал один из источников. В Пенсионном фонде заявили, что по закону персональные данные нельзя передавать без согласия гражданина. Федеральная налоговая служба пока инициативу не прокомментировала. В Центробанке считают, что предоставление сведений о действующих займах без согласия клиентов может стать нарушением их прав.
День работника леса – профессиональный праздник для тех людей, профессия которых связана с охраной леса и его богатств. Отмечается он в третье воскресенье сентября с 1980 года. В этот день подводятся итоги и отмечаются трудовые успехи. Сегодня в нашей студии заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, главный лесник республики Алексей Агеев. Алексей Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, в первую очередь мы поздравляем вас с профессиональным праздником и всех ваших коллег. Давайте немного об истории лесного хозяйства поговорим, лесного хозяйства Якутии. Ну, В этом году, кстати говоря, да, 80-летие лесного хозяйства. да, абсолютно верно. В этом году наша отрасль отмечает 80-летний юбилей. 14 февраля 1939 года было основано лесное хозяйство постановлением Совета наркома Якутской АССР. Основателем лесного хозяйства был заслуженный лесовод РСФСР Константин Георгиевич Аникин. В прошлом году нашему уважаемому коллеге исполнилось 115 лет. Мы почтили его память путем открытия памятника в сквере лесника, который расположен у нас в Центральном парке культуры и отдыха. Так что, уважаемые зрители, кому интересно, кто там не был, приглашаем посмотреть, ознакомиться с краткой историей лесного хозяйства, которая представлена также в нашем сквере. Ну, хочу сказать, что помимо того, что у нас 80-летний юбилей лесного хозяйства Якутии, также в этом году юбилей 75 лет авиалесоохране. В 1944 году, во время войны, Советский Союз считал необходимым по охране лесов от пожаров. Поэтому было создано якутское авиаотделение по защите лесов от пожаров. Ну, наверняка в связи с юбилейной датой пройдет ряд мероприятий, да, которые будут интересны, возможно, и населению. Да? Давайте немного о программе. Да, конечно. Сегодня очень насыщенный день. С 9:30 у нас как раз традиционное возложение цветов памятникам нашего героя Советского Союза Степанова Николая Савича. Это лесник Вилюйского лесхоза, и также Константин Георгиевич Аникину, основателю лесного хозяйства. Это, как я говорил, в сквере лесника в Центральном парке культуры и отдыха. Там же будет проходить мероприятие посадка молодых деревьев в количестве 150 штук. Это спортивная аллея в районе Дахсуна. Затем состоится торжественное мероприятие в Доме правительства номер 2, где будут, ну, во-первых, заслушиваться поздравления, а также чествоваться те работники лесного хозяйства, которые в той или иной мере проявили себя с лучшей стороны. Необходимо сказать, что в этом году весьма тяжелый был пожароопасный сезон, но работники лесного хозяйства, защитники природы, с большой благодарностью к ним отношусь и достойно вышли из сложной ситуации, не допустили перехода огня на земли населенных пунктов, защитили много объектов различных экономики, поэтому пожароопасный сезон сейчас близится к завершению, и будут соответствующие поощрения. Алексей Николаевич, ну если говорить о сфере в целом, да, какова на сегодня система лесного хозяйства Якутии? Ну, система лесного хозяйства в целом по Российской Федерации, это Российская Федерация передала полномочия по ведению части лесного хозяйства в субъекты. Это такие, как тушение, опять же, лесных пожаров, затем предоставление участков пользования, государственный лесной учет, государственный лесной надзор, государственная лесная охрана. Вот такие вот моменты мы исполняем в виде переданных полномочий. А сколько на сегодня вот общий штат, да, сколько трудится специалистов, работников в отрасли? Ну, в сфере лесного хозяйства в республике Саха-Якутия на сегодняшний день более 1100 человек во всех направлениях, так скажем, в том числе по охране, защите лесов, в том числе и по
государственному лесному, пожарному и лесному надзору. Ну а если брать чисто охрану лесов от пожаров, у нас два учреждения. Это государственное бюджетное учреждение Якутская база авиационной охраны лесов, а также государственное автономное учреждение Якутлесресурс общей численностью порядка 370 человек, которые бойцы выходят на борьбу с природной стихией. Какие на сегодня стоят главные задачи, да, у министерства? Главными задачами министерства является, это, конечно же, обеспечение рационального многофункционального использования лесов, охрана, опять же, лесов от пожаров. Поэтому, чтобы эффективно и качественно исполнять переданные полномочия, необходимо, конечно же, увеличение финансирования на все эти мероприятия, увеличение численности, опять же, лесопожарных формирований, государственных лесных инспекторов, увеличение заработной платы, потому что заработная плата лесников на сегодняшний день одна из самых низких в целом по отраслям. Алексей Николаевич, наверняка вы хотели бы поздравить сегодня коллег своих, да? Конечно, уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые ветераны, во-первых, хочу выразить слова благодарности за ваш нелегкий, порой с риском труд по защите, охране нашего лесного богатства. Хочу пожелать вам, конечно же, крепкого, как якутский алмаз, здоровья, счастья, успехов, благополучия вам, вашим родным и близким. Алексей Николаевич, спасибо вам за участие в нашей программе. Еще раз с профессиональным праздником. Ну а у нас на очереди свежий информационный блок. Знакомимся с последними событиями Якутии и ее пределами. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Министерстве финансов предлагают разрешить гражданам забирать досрочно пенсионные накопления. Это может стать возможным в рамках разрабатываемого законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Перечень тяжелых жизненных ситуаций может быть сформирован на основе закона об ипотечных каникулах, в частности, потери работы, инвалидности, увеличения числа иждивенцев, временной нетрудоспособности и так далее. В случае досрочного изъятия накоплений гражданин должен будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в размере до 6% от зарплаты. Тем временем страховая пенсия по старости может вырасти в следующем году на 6,6%, в 2021 на 6,3%, а в 2022 почти на 6%. Это стало известно из пояснительной записки к проекту бюджета Пенсионного фонда России. Социальную пенсию в ближайшие 3 года планируется проиндексировать на 7%, затем на 2,6% и на 3%. При этом инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующего года 3%. Средняя страховая пенсия на конец этого года должна будет составить 14,5 тысяч рублей, у неработающих пенсионеров 15,5 тысяч рублей, социальная 9 тысяч рублей. Всего на начало следующего года будет 43,5 миллионов пенсионеров, в том числе получателей страховой пенсии почти 40 миллионов человек. Квоты на вылов рыбы в России не будут обсуждаться в течение 3 лет. На данный момент они распространены на добычу между промышленными компаниями по историческому принципу. Расчет происходит из объема выловленного компанией ресурса за прошлые годы. Договоры на закрепление доли квот заключаются на 15 лет до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство кораблей. В мае этого года были введены инвестиционные квоты на добычу крабов, распределяемые по результатам электронных аукционов. Тепло подано более чем в половину жилых домов Якутска. В столице и ее пригородах 3035 многоквартирных домов, из них 2718 с центральным отоплением. В микрорайоне Кангалассы и селе Пригородное полностью запущено тепло. Лидерами по запуску являются село Хатассы и Тулагино-Кильдямский наслег – 92% домов. Затем Сайсарский округ – 89%, Автодорожный округ – 80% и село Табага – 80%.
Вакцинацию населения столицы региона проводит 135 прививочных бригад. Жители могут получить профилактическую прививку против гриппа после допуска врача. Каждый год состав вакцины отличается в зависимости от разновидности прогнозируемого в сезоне этого года гриппа. В этом достаточном объеме получена вакцина Совигрипп, которая на сегодняшний день считается одним из наиболее эффективных. Горожанам следует пройти вакцинацию до наступления сезона простуд, так как требуется 14 дней на формирование иммунитета к вирусу, рекомендует специалист Управления здравоохранения столицы. Всероссийская акция «Диктант по информационным технологиям» состоится сегодня в Якутске. Впервые IT-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области. А в этом году акция приобрела всероссийский масштаб. К диктанту присоединятся 30 городов России. В столице республики очная площадка будет организована в IT-парке «Якутск» с 13 часов дня 30 минут. Заочно, то есть онлайн, к акции могут присоединиться учащиеся с 6 по 11 класс. Задания будут доступны зарегистрированным участникам на официальном сайте it-диктант.рф. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, получат возможность выиграть путевку в кампус молодежных инноваций и цифровое поколение, который пройдет с 8 по 28 октября в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». В музее «Россия. Моя история» ожили легенды эпоса «Аланхо» с помощью мультимедийной 3D-выставки. Это стало возможным благодаря уникальному живописцу Тимофею Степанову. Для ее большего погружения в волшебный мир организаторы провели шоу-программу от промо-группы «Провинция». Творческий проект направлен на просвещение, приобщение молодежи к героическому эпосу «Аланхо». Создали саундтрек к этой выставке, к картинам. И были очень сильно вдохновлены, конечно, изначально картинами Тимофея Степанова. И после этого уже получились некие эксперименты с этническими инструментами, такие как хомус, крымпа и так далее. Также использовали вокальные вставки шаманов, аланхасутов. Мне кажется, это не то чтобы важно, это очень важно, это нужно делать. Потому что нынешняя молодежь нуждается в том, чтобы знать свою культуру, знать свой язык, знать свою историю. Не менее, чем на уровне чего-либо такого. Я не знаю, как это объяснить, но я думаю, вы поняли. Согласно последним данным, циклон-ураган в Якутии изменил свою траекторию движения. Сложные погодные условия ожидают в центральной и в южной Якутии, а также в Вилюйской группе улусов. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 14, а уже с завтрашнего дня дневная температура не превысит плюс 3, плюс 8. Ночью заморозки до 3 градусов. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Закружилась листва золотая. Под таким названием впервые в Якутске прошла выставка «Ярмарка книг». Тему продолжит моя коллега Наталья Колесова. На территории Якутского литературного музея имени Аюнского состоялась первая выставка-ярмарка «Закружилась листва золотая». Целью проекта было привлечь внимание к чтению, поделиться хорошими книгами. Нашему поколению важно сохранить любовь к родному языку, через который передается патриотизм и передается вообще мировоззрение людей. Чтение, оно формирует в людях, в молодых людях возможность мыслить. Только через чтение можно сформировать собственные мысли. В рамках мероприятия состоялись выставки раритетных изданий, блиц-портрет с натуры и различные мастер-классы. Наша цель организовать национальные настольные игры, распространить по республике. С этой целью была создана вот эта наша федерация. Основателем нашей федерации является Донской Андрей Иванович. Раньше все играли в Хаблы-Хамска, наши предки. И какое-то время в советский период эти игры, в принципе, почти исчезли. На 91 года Андрей Иванович воссоздал, по новой организовал вот эти наши игры. И сейчас по национальным настольным играм можно вырасти до мастера спорта Республики Саха-Якутия.
Книга должна читаться. Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь. Это лозунг нового движения «Буккроссинг», идея которого в вольном обмене книгами. В рамках мероприятия «Закружилась листва золотая» работала зона буккроссинга, где посетители смогли обменяться своими прочитанными книгами. Я хотела давно избавиться от книг. Ну, не то, что избавиться, да? Поменять или с кем-то обменяться, потому что они просто лежат мертвым грузом и, никому не приносят пользу. А мне они уже не актуальны. Но в основном такие психологические книги про женщин, материнство и как делать, чтобы тебя полюбили. Выставка-ярмарка «Закружилась листва золотая» получилась масштабной, интересной, разнообразной. Ведь осень – пора вдохновения и творчества. Наталья Колесова, Александр Слепцов. Новый день. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Только в эти дни вы можете приобрести квартиру выгодно. 3 дня подряд в столице республики будет проходить ярмарка недвижимости. И в связи с открытием официального представительства группы компаний ФСК население ждут большие преимущества. Сегодня в нашей студии гостят генеральный директор ООО «Приоритет» Марина Яковлева и руководитель направления по работе с партнерами Михаил Елисейкин. Доброе утро, уважаемые гости. Давайте начнем с ярмарки. Да? Какие же все-таки преимущества ожидаются посетителей? Вот эту ярмарку недвижимости мы проводим в связи с открытием официального представительства группы компаний ФСК в Якутии, также с открытием нашего нового офиса ООО «Приоритет». Что ждут, что будет на ярмарке? Это будут огромные скидки от местных застройщиков, это будут скидки от продавцов на вторичном рынке. Именно в эти дни застройщики, продавцы готовы сделать скидки до 400 тысяч рублей. Так, ничего себе, да. Прямо ценопад какой-то, да? Да. Ага. Почему, именно в Москве? Почему? Михаил сейчас расскажет уже про группу компаний ФСК, почему мы здесь решили открыться. Мы на 14 лет на рынке находимся недвижимости России, в принципе, строим много объектов. И, соответственно, последние годы тенденцию начали наблюдать о том, что гости из ближайших городов и даже дальних городов, тенденция есть переезда в столицу. Соответственно, с этим связано, мы решили как раз-таки попробовать посмотреть, каков поток клиентов из дальних городов. И обратили внимание то, что постоянно растет спрос именно от жителей из Якутии. Соответственно, глядя на это, решили попробовать открыть свои представительства, потому что клиенты обращаются, клиенты спрашивают. И, естественно, гораздо удобнее, если у тебя находится офис компании прямо под боком в своем городе, нежели для того, чтобы приехать в Москву, посмотреть квартиру. А наши коллеги из «Приоритета» дали нам такую возможность. За что им большое спасибо. Квартиры в Москве, они только на первичном рынке, только новостройки или также и вторичные? Наша компания занимается именно новостройками. У нас 14 жилых комплексов по Москве и Московской области, которые сейчас в активной продаже находятся. То есть это начиная от минимальных бюджетов 2,5 миллионов рублей и заканчивая уже премиальными нашими объектами, такими как «Дом дыхания», порядка 25-30 миллионов рублей. Есть полная широкая линейка, и каждый, я уверен, что-то найдет свое. А какие районы именно? Компания строит на территории Москвы и Московской области. Фактически вся Москва охватана нашими жилыми комплексами. То есть можно найти на севере и на юге, и на западе, и на востоке, и ближе к центру, и ближе к окраине города. То есть как раз все зависит от бюджета. И чем ближе, естественно, к центру Москвы, тем бюджет растет. Но при этом за счет широкой линейки можно найти как инвестиционные квартиры, где можно хорошо заработать, так и квартиры, которые сейчас уже готовы принять новых жильцов. Очень часто спрашивают именно про квартиры готовые, так как вопрос срочности переезда всегда актуален. Это либо поступление детей в какие-то новые учебные заведения, либо это новая работа. Каждый стремится переехать в готовое жилье, а у нас таких квартир более 50% в компании. Люди с совершенно любым доходом могут приобрести квартиры, да? Безусловно. Так как наши банки-партнеры всегда готовы помочь в вопросах ипотеки. Существуют ипотеки без первоначального взноса, когда клиент фактически приходит и может день в день осуществить свою мечту. Да, я хочу добавить еще,
почему именно московский, да, офис продаж открыли? Потому что я давно работаю в сфере недвижимости и периодически общаюсь с клиентами. Они продают, потому что они переезжают, например, очень много кто в Москву. Они инвестируют деньги уже в Москву. И у людей есть боль, вот они не знают, что купить, там, они не разбираются. Например, попробуй-ка в интернете там разобраться, где информация достоверная, где нет. Да, Вот, да. мы, когда выбирали, например, партнера своего ГК ФСК, я в первую очередь смотрела именно на репутацию. Да. Репутация у них, можно сказать, безупречная. Они все дома свои вводят в срок, у них очень хорошие цены. То есть, если в Якутске, например, можно за 2,5 миллиона купить однокомнатную квартиру на стадии строительства, так и в Москве можно купить за такую же сумму квартиру. Вот, я поэтому хочу сделать для якутян приобретение квартиры в Москве наиболее комфортным и простым. И как раз-таки на ярмарке, которая начнется уже сегодня, да? Да? Да, как раз-таки Где она будет сегодня, проходить? завтра, послезавтра будет ярмарка по улице Пояркова, 20/1. Это новый офис приоритета. И там будет как раз-таки вот представители, сам руководитель Михаил будет консультировать население по недвижимости именно в Москве, в Московской области. Но у кого еще можно будет проконсультироваться на ярмарке? Также у нас, конечно, будут специалисты по недвижимости именно на вторичном рынке, которые в Якутске, и расскажут вам про акционные предложения, на какие квартиры именно будут действовать скидки до 400 тысяч рублей. Также будет застройщик УТУМ. Сам застройщик УТУМ на панораму, ЖК «Панорама» сделал скидку до 300 тысяч рублей. Да, именно в эти дни, если люди подойдут, забронируют, то, конечно, с выгодой смогут купить квартиру своей мечты. Но если немножко о ценах затронуть тему, да, от скольки примерно Но сейчас, варьируется цена? сейчас, конечно, очень цены, можно сказать, поднялись относительно того, что, например, пару лет назад было однокомнатные, например, квартиры, ну, в среднем где-то от 3 миллионов, да, начинаются. Можно найти подешевле, если это строящееся жилье, можно, конечно, подороже, если это уже там квартира с хорошим ремонтом. И также, например, мы можем как инвестиционное предложение клиентам подобрать хорошие варианты. Например, если они не знают, куда вложить свои деньги, в якутскую недвижимость, московскую, мы можем сравнить, вот это взять. Да? И вот Михаил на личном опыте даже рассказал то, что он купил в своем же, да, объекте квартиру, и за 10 месяцев он поднял уже 1 600 000 рублей. Это очень хорошее вложение. Безусловно. Ну и мы, в свою очередь, не могли не поблагодарить ваш замечательный город за гостеприимство. Естественно, из Москвы мы привезли предложение, которое будет действовать только эти дни. Соответственно, в честь открытия офиса связаны дополнительные скидки, которые мы можем дать для жителей города. Безусловно, предложения будут интересные. Команда ФСК всегда готова и проконсультировать, и помочь, безусловно, и подобрать свою квартиру, и, может быть, даже поделиться опытом, чему-то научить местных жителей, как правильно инвестировать в недвижимость, как нужно выбирать квартиры. И главный вопрос, безусловно, как обезопасить себя от всех рисков. Что ж, Марина, Михаил, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Приглашаем всех телезрителей принять активное участие на ярмарке. Ну а у нас небольшая реклама. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Рада зачитать сообщения, которые приходят на наш номер абонент МТС 279-2262. Дорогую дюймовочку нашу поздравляем с 15-летним юбилеем. Также дорогую родную мамочку поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, любви, достатка, удачи, радости, долгих лет счастливой жизни, всех жизненных благ. Оставайся всегда такой молодой, красивой, пусть сбываются все твои мечты.
С наилучшими пожеланиями муж, дочери и внуки. Ну а впереди у нас информационный блок, после чего в нашей студии ожидаются гости, резиденты технопарка Якутии. Узнаем, что из себя представляет промышленная автоматизация, и интересно, как проводят программисты свой профессиональный день. Оставайтесь с нами, будет интересно. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Министерстве финансов предлагают разрешить гражданам забирать досрочно пенсионные накопления. Это может стать возможным в рамках разрабатываемого законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Перечень тяжелых жизненных ситуаций может быть сформирован на основе закона об ипотечных каникулах, в частности, потери работы, инвалидности, увеличения числа иждивенцев, временной нетрудоспособности и так далее. В случае досрочного изъятия накоплений гражданин должен будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в размере до 6% от зарплаты. Тем временем страховая пенсия по старости может вырасти в следующем году на 6,6%, в 2021 на 6,3%, а в 2022 почти на 6%. Это стало известно из пояснительной записки к проекту бюджета Пенсионного фонда России. Социальную пенсию в ближайшие 3 года планируется проиндексировать на 7%, затем на 2,6% и на 3%. При этом инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8%, а следующего года 3%. Средняя страховая пенсия на конец этого года должна будет составить 14,5 тысяч рублей, у неработающих пенсионеров 15,5 тысяч рублей, социальная 9 тысяч рублей. Всего на начало следующего года будет 43,5 миллионов пенсионеров, в том числе получателей страховой пенсии почти 40 миллионов человек. Квоты на вылов рыбы в России не будут обсуждаться в течение 3 лет. На данный момент они распространены на добычу между промышленными компаниями по историческому принципу. Расчет происходит из объема выловленного компанией ресурса за прошлые годы. Договоры на закрепление доли квот заключаются на 15 лет до 2034 года, причем 20% квот предоставляются на инвестиционные цели, включая строительство кораблей. В мае этого года были введены инвестиционные квоты на добычу крабов, распределяемые по результатам электронных аукционов. Тепло подано более чем в половину жилых домов Якутска. В столице и ее пригородах 3035 многоквартирных домов, из них 2718 с центральным отоплением. В микрорайоне Кангалассы и селе Пригородное полностью запущено тепло. Лидерами по запуску являются село Хатассы и Тулагино-Кильдямский наслег – 92% домов. Затем Сайсарский округ – 89%, Автодорожный округ – 80% и село Табага – 80%. Вакцинацию населения столицы региона проводит 135 прививочных бригад. Жители могут получить профилактическую прививку против гриппа после допуска врача. Каждый год состав вакцины отличается в зависимости от разновидности прогнозируемого в сезоне этого года гриппа. В этом достаточном объеме получена вакцина Совигрипп, которая на сегодняшний день считается одним из наиболее эффективных. Горожанам следует пройти вакцинацию до наступления сезона простуд, так как требуется 14 дней на формирование иммунитета к вирусу, рекомендует специалист Управления здравоохранения столицы. Всероссийская акция «Диктант по информационным технологиям» состоится сегодня в Якутске. Впервые IT-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области. А в этом году акция приобрела всероссийский масштаб. К диктанту присоединятся 30 городов России. В столице республики очная площадка будет организована в IT-парке «Якутск» с 13 часов дня 30 минут. Заочно, то есть онлайн, к акции могут присоединиться учащиеся с 6 по 11 класс. Задания будут доступны зарегистрированным участникам на официальном сайте it-диктант.рф. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, получат возможность выиграть путевку в кампус молодежных инноваций и цифровое поколение, который пройдет с 8 по 28 октября в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». В музее «Россия. Моя история» ожили легенды эпоса «Аланхо» с помощью мультимедийной 3D-выставки. Это стало возможным благодаря уникальному живописцу Тимофею Степанову. Для ее большего погружения в волшебный мир организаторы провели шоу-программу
От промо-группы «Провинция». Творческий проект направлен на просвещение, приобщение молодежи к героическому эпосу Эланхо. Создали саундтрек к этой выставке, картинам, и были очень сильно вдохновлены, конечно, изначально картинами Тимофея Степанова. Вот, и после этого уже получились некие эксперименты с этническими инструментами, такие как хомус, крымпа и так далее. Также использовали вокальные вставки шаманов, онхосутов. Мне кажется, это не то чтобы важно, это очень важно, это нужно делать. Потому что нынешняя молодежь нуждается в том, чтобы знать свою культуру, знать свой язык, знать свою историю. Не менее, чем на уровне чего-либо такого. Я не знаю, как это объяснить, но я думаю, вы поняли. Согласно последним данным, циклон-ураган в Якутии изменил свою траекторию движения. Сложные погодные условия ожидают в центральной и в южной Якутии, а также в Вилюйской группе улусов. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 14, а уже с завтрашнего дня дневная температура не превысит плюс 3, плюс 8. Ночью заморозки до 3 градусов. Такова информация к этому часу. Не переключайтесь. Доброе утро. 13 сентября на календаре. Оказывается, сегодня день рождения отмечает замечательный город Вилюйск. С 385-летием поздравляют, видимо, жители города. Промышленность, авиация, автомобилестроение, станкостроение, строительство, медицина. Нет таких областей, где не возникала бы острая нужда в качественном программировании. День программиста вот уже почти 10 лет входит в календарь российских праздников. И сегодня в нашей студии резиденты технопарка Якутии Иннокентий Степанов и Александр Самсонов. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Расскажите нам, в каком направлении работаете вы? Ну, у нас компания «Альянс». Мы являемся резидентами технопарка Якутии, а также резидентами парка высоких технологий IT-парк Якутск. Занимаемся промышленной автоматизацией, в общем-то, и в некотором роде системной интеграцией. Вот. Промышленная автоматизация, она в плане вот все, что касается, нужно вот промышленность автоматизировать, то есть избавить людей от ручного труда, наладить, скажем, повысить безопасность работы на определенных участках, безопасность проведения технологических процессов. Да? Вот все это касается автоматизации. И наша работа, она идет на стыке, получается, как организовать работу различных устройств механических, электромеханических, чтобы оно согласованно работало между собой, различные самые устройства, начиная от инженерных систем, заканчивая приводами, насосами и так далее. Ну, какие проекты, да, успешно реализованные вами на сегодняшний Успешно день? реализован у нас пререльсовый нефтебазовый комплекс в Нижнем Бестяхе компании «Саханефтегазбыт». То есть это склад топлива, полностью автоматизированный. На нем происходит разгрузка ЖД-цистерн и погрузка в автоцистерн, то есть промежуточный склад. Весь процесс автоматизирован. В процессе участвуют всего 2 человека, оператор и механик. Вот, система предотвращает исполнение ошибочных ситуаций, когда может произойти пролив топлива, смешивание топлива разных типов. Также в случае чрезвычайных ситуаций система автоматически блокируется. Мы сейчас, кстати, простите, перебью, наглядно можем посмотреть. Телезрители могут наглядно увидеть на Да, экранах. давайте посмотрим. Продолжаем. Вот, значит, то есть в случае чрезвычайных ситуаций система полностью блокируется и уменьшает риски ущерба экологии, а также безопасности сотрудников предприятия. То есть помимо этого все логируется, все действия оператора, все действия персонала. В случае каких-то проблем можно найти, так скажем, слабое звено в системе, устранить. Ну и в этом роде. Система отказоустойчивая, дублированная.
То есть все системы, они резервированы. В случае отказа одной, автоматически начинает работать другая. В общем, эффект там достаточно хороший, так как у нас многие нефтебазы, они работают в ручном режиме полностью. Частенько бывает ситуация, опять же, проливов, смешивания, пожаров. И, в принципе, за год эксплуатации вот никаких инцидентов не было. Система все это тщательно отслеживает, все действия персонала. Соответственно, повышается экономический эффект. Также уменьшаются затраты на содержание данного предприятия. Уменьшаются потери продукции. Ну и в общем, и т.д. и т.п., так скажем. Но система все это контролирует, да, получается? Каким образом? Это за компьютером? То есть, да, оператор, он находится за компьютером, перед ним стоит 6 мониторов. На мониторах нарисованы технологические схемы всего процесса, техпроцесса. Оператор, он имеет минимальные полномочия. Он может выполнить только сценарий, например, разгрузки топлива с ЖД-цистерн в резервуары. Все. Он нажимает запуск, появляется чек-лист. Оператор должен проставить галочки, что все подготовительные операции выполнены, все проверено, проконтролировано. Только после этого система начинает так называемую раскачку продукта. В процессе раскачки идет контроль давления, температуры, всех параметров. То есть автоматически выстраиваются маршруты, потому что очень много трубопроводов, задвижек. Система автоматически все это выстраивает. И в процессе, если процесс идет нормально, система продолжает. Если в случае каких-то аномалий, то система автоматически останавливает раскачку, переводит в аварию и ждет уже действия от персонала. Ну как вы сегодня будете проводить профессиональный праздник? За работой? Да, мы сегодня будем Работой над также проектами. усиленно пить кофе, заниматься программированием, заниматься проектами. Что ж, спасибо вам, уважаемые гости, за участие в нашей программе. С профессиональным праздником. Спасибо. Удачи и успехов. Спасибо. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Пятница, 13 сегодня. Если вы верите в магию этой даты, то, наверное, вас ждут какие-то изменения сегодня. Но вы сами вправе выбирать, как проводить этот праздник, мистическую дату. Тем не менее, в этот день у кого-то день рождения. Так поздравляют Альберта Николаевича Федорова. Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни, всего самого наилучшего, счастья в личной жизни. С наилучшими пожеланиями ваши родные. Мы присоединяемся к поздравлениям. Ну а далее знакомимся со свежим прогнозом погоды. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 10, плюс 11 градусов. Днем ожидается плюс 11, плюс 14. В Заречье утром плюс 9, плюс 15. Днем плюс 11, плюс 16 градусов. А в южных Улусах плюс 5, плюс 7 утром, днем до плюс 7. В Вилюйских Улусах утром плюс 8, плюс 9, днем плюс 6, плюс 9 градусов. В Нижнеленских плюс 6, плюс 10 утром, днем плюс 10, плюс 14. В западных плюс 3, плюс 8 утром, днем до плюс 6, плюс 9. В Колымайдигирских Улусах утром температура воздуха составила от минус 3 до плюс 6, днем ожидается до плюс 6, плюс 14. В Янских утром минус 5, плюс 8, днем плюс 8, плюс 12 градусов. В северо-западных плюс 3, плюс 7 утром, днем плюс 4, плюс 9 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 10 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 11, плюс 13
градусов составит. Одевайтесь теплее, не забудьте прихватить с собой зонт. Далее мы посмотрим небольшой сюжет, что делать, если ваши деньги вдруг стали негодными, ну, порвались, помялись или что-нибудь еще. Надеюсь, наши советы вам помогут. При покупке в интернет-магазине в течение 7 дней после доставки можно отказаться от любого товара. Единственное ограничение – нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ, если отсутствуют недостатки. Еще одно условие – товар не должен иметь следов использования, сохранены ярлыки и пломбы и упаковка. Покупатель может подтверждать покупку другими способами – иные документы, штампы на упаковке, электронная переписка и свидетели. Но на практике, во избежание лишних споров, лучше завести привычку сохранять чеки. Совет. Настоятельно рекомендуем заиметь привычку проверять любой товар на наличие внешних дефектов в момент доставки. Подписывая акт доставки, обязательно укажите обнаруженные дефекты. Акт должен быть в 2 экземплярах, поэтому если указываете замечания к внешнему виду, то требуйте копию акта. Также требуйте копию акта, когда товар доставляется в разобранном виде, например, мебель. В акте надо указать, что товар доставлен в разобранном виде. Указанный акт необходим на случай возникновения спора во время возврата или обнаружения скрытых дефектов. При возврате покупателем товара надлежащего качества продавцом составляется акт возврата за подписью обеих сторон. Если в момент составления акта продавец не передал деньги за возвращенный товар, то продавец обязан передать деньги в течение 10 дней после составления акта. Возврат денег осуществляется одним из следующих способов: наличными денежными средствами по месту нахождения продавца, почтовым переводом, путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет, указанный покупателем. Продавец имеет право удержать расходы на доставку товара от покупателя, а расходы, связанные с перечислением денег, несет продавец. Доброе утро, дорогой Вилюйск, с юбилеем прислали нам сообщение. Мы продолжаем. Ученые посмотрели Инстаграм и поняли, почему большинство селфи левосторонние. Левосторонние селфи – проявление феномена смещения пространственного восприятия под названием псевдонеглект, сообщает Daily Mail. Сообщается, что к таким выводам пришли ученые из Лондонского университета. Проанализировав 3500 селфи пользователей Инстаграма, они подсчитали, что больше половины снимков, а это 54%, сделаны так, чтобы левый глаз был ближе к центру. Это касается и обычных, и зеркальных селфи. Отмечается, что то же самое явление прослеживается и в портретной живописи. По мнению исследователей, это происходит потому, что люди подсознательно стараются предоставить информацию о том, на что они сами обращают внимание в первую очередь. А смотрят они сначала именно на левую часть объекта. Именно в этом и выражается псевдонеглект. Ученые считают, что это не является чем-то ненормальным, тем не менее у большинства людей дело обстоит именно так. По их словам, это легко заметить. Достаточно попросить человека поставить точку в середине горизонтальной линии. Чаще всего оказывается, что эта точка немного левее, чем надо. Кроме того, прислушиваясь к какому-то непонятному звуку, люди в основном поворачивают голову именно влево. И то же самое делают, когда смотрят вокруг и пытаются определить, где находится нужный предмет. Хочу напомнить, что сегодня днем в городе Якутске ожидается небольшой дождик. Температура воздуха прогреется до плюс 11, плюс 13. И не забудьте зонты, одевайтесь теплее, берегите себя. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. В понедельник нового дня встречайте вместе с Иваном Луцканом, моим коллегой. А также все выпуски нашей программы не забудьте смотреть на нашем YouTube-канале «Утро НВК». А также все последние новости читайте на нашем Instagram-аккаунте «Утро НВК
Саха. Я желаю вам отличных выходных, проведите их здорово, в хорошем настроении, с близкими. Всего вам самого прекрасного. До новых встреч! Çeke canla içiges irvirge Kırındımlı ereri çeke canla içiges irvirge Mantanıla en kamsanın bu çeke dedimge Mantanıla en sürerindedir bu eygere Denge Denge Çıkes bol Sayın iti ereri çeke canla uçugas umsanha Sayın iti ereri çeke canla uçugas umsanha Mantanıla en kamsanın bu çeke dedim ya Mantanıla en sürerindedir bu eyyem Denge Denge Gör kaydak bu görgene dolagar Görgene dolagar İstin kaydak istin desus nirgiyer Nirgiyer Tanıla en kamsanın bu çeke dedim ya Mantanıla en sürerindedir bu eylem Denge Denge Mantanıla Mantanıla Çeke çeke